Мэрия Сыктывкара расторгла контракт с автотранспортным предприятием номер 1, перейдя на прямые договоры с перевозчиками. Напомню, в начале июня на линию не вышло сразу 90 автобусов. Участники устроили этакий флешмоб для пассажиров. Потребовали легализовать их деятельность. Как выяснилось, Сыктывкарским МТП номер 1 они работали по договорам субподряда, но юридически такие отношения незаконны. После конфликта интересов некоторым предпринимателям пришли штрафы от автодорожного надзора на сумму 35 тысяч рублей. При повторном нарушении они могли увеличиться в десятки раз. Решить на уровне муниципалитета вопрос с возобновлением перевозок не удалось. В ситуацию вмешался глава региона. Он инициировал появление рабочей группы, куда вошли представители администрации, Минпрома и перевозчиков. Большая работа была проделана, но все маршруты распределены. Повторюсь, что никто из нас с вами даже не заметил вот этой новой формы. Поэтому мы добились того, что на сегодняшний момент все водители имеют карты маршрутов. Все водители полностью, вся эта работа соответствует всему действующему законодательству. Сделали это, повторюсь, в качественном сроке, без каких-либо сбоев и срывов перевозок. Поэтому до конца года мы будем работать в формате прямых договоров по всем маршрутам. Пока договоры заключены до 31 декабря текущего года, к этому времени мэрия сформирует новый пакет документов на конкурсе в 2019 году. Заметим, Сыктывкарское АТП номер 1, руководитель которого был арестован 4 августа по статье «Коммерческий подкуп», продолжает заниматься пассажирскими перевозками еще и в Усинске. Там пока на сегодняшнее решение власти не реагировали.